Дорогие женщины Беларуси и России, смелые женщины Украины, сегодня я хочу поговорить с вами. Неважно, сколько вам лет, в каком городе вы живете, есть у вас дети или нет. Неважно, работаете ли вы в школе, в IT, а может у вас собственный бизнес или вы домохозяйка. Вчера мы все проснулись с новостью, что началась война. И не просто война. Война, в которой Россия и Беларусь оказались агрессорами против Украины. Кому из наших народов нужна эта война? Точно не народу Украины, чьи города бомбят прямо сейчас. Точно не народу России, который испытывает страшный стыд за то, что армия делает от их имени. И точно не белорусскому народу, который теперь регулярно слышит, что Беларусь уже вообще не страна, ведь наш суверенитет действительно под угрозой. Да, никто из нас не хотел этой войны, но важно другое. Важно, что Украина теперь защищается от солдат из России, и автократы готовы бросить к ним солдат не из Беларуси. То есть сейчас в Украине женщины прячут своих детей в подвалах от ваших мужей и сыновей и вздрагивают от снарядов, которые запущены вашими мужьями и сыновьями. Поэтому я прошу вас оглянуться и спросить одна другую. Разве мы можем молчать, глядя на это? Разве можем спокойно смотреть в глаза нашим военнообязанным мужьям, братьям, сыновьям, не находя ни одной причины оправдать то, на что их толкают? И главный вопрос, разве мы сделали достаточно, чтобы это остановить? Женщины России и Беларуси, мы должны осознать, каково быть матерью ребенка, которого вы укачивали несколько часов, а он проснулся и в ужасе закричал от разорвавшегося в соседнем доме снаряда. Каково это – ночевать в метро, подбадривая людей вокруг и пряча от них свой собственный страх? Дорогие девушки, подруги, мамы, сестры, бабушки, дорогие белорусские, украинки и россиянки, все мы хотим остановить войну. Но просто хотеть уже недостаточно. Об этом надо говорить, кричать. Этот голос нужно сделать громким, общим и системным. Украинки, я восхищаюсь вашей смелостью, сочувствую вашему горю, и я прошу прощения у вас от лица всех белорусов. То, что вы переживаете, чудовищно, и мы должны это остановить. Белорусские, не молчите. Каждый день говорите своим отцам, мужьям, братьям, что их безопасность, безопасность их семей важнее политических амбиций диктаторов, что ради мира не затевают войну, а отказываются от участия в ней. Показывайте, объясняйте, что происходит в Украине. Мы можем оказаться следующими. Не верьте лжи, не верьте военным призывам. Вам будут врать. Вам скажут, что это призыв на учение, а отправят ваших братьев, отцов и мужей на войну. Всеми способами препятствуйте отправке на учение. С таких учений уже не вернулось очень много мужчин. Помогайте всем, кому можете помочь. Заботой, деньгами, средствами передвижения, пристанищем или добрым словом. Объединяйтесь, находите других женщин, которые разделяют ваши взгляды. Вместе вы будете сильнее. Говорите свое «нет» войне в той форме, которая сейчас возможна там, где вы есть. В истории есть много примеров, когда именно голоса женщин противостояли войнам и гуманитарным катастрофам. Россиянки, поддержите мой призыв к женщинам в вашей стране. Рассказывайте, объясняйте призывникам, что происходит. Сражайтесь с пропагандой. Помогайте и объединяйтесь в своей стране. Сегодня у нас с вами общая задача – предотвратить катастрофу. И мы можем это сделать только вместе. Все те, кто сегодня стреляет и умирает – дети, которых женщины взрастили на своих руках. Не такого будущего мы для них хотим. У войны не женское лицо. Но кто узнает, что мы против, если мы об этом не сказали вслух?